Сегодня я хочу поблагодарить хозяина этого заведения татарского. Сегодня у нас 3 татарские встречи. Сначала я был в доме Асадулы. Там была лекция Чевелихина, посвященная нашей общей татарской истории, единой татарской политической нации, будь то западная часть, половецко-хазарская, или восточная часть, булгарско-хазарская. Господин Чевелихин рассказал о правильном названии нашего языка, но, к сожалению, он работает только с восточными архивами. Я же работаю в силу своей специфики исключительно с западными архивами. И в силу этих причин всю свою жизнь я работаю с документами, связанными с татарским католичеством, потому что до принятия ислама моя западная часть, половецко-хазарская, исповедовала католичество. А потом, когда мы перешли от католичества к исламу, наш татарский этнический ислам-джадидизм, будь то у горьковских, пензенских, ульяновских или крымских татар, мы приняли ислам от казанских татар. И наш ислам, он национален. У нас нет арабских и персидских заимствований. В силу этих причин наш татарский этнический ислам-джадидизм национален. Тогда, когда практически тысячелетия назад, когда мы приняли католичество от Бруно фон Кверфуртского, не Эрфуртского, а именно Кверфуртского, мы приняли католичество на год раньше, чем литовцы. А казанские татары приняли ислам практически в VIII веке, народный ислам у них. Но тогда, тысячелетия назад, страна признавалась только тогда, когда на официальном государственном уровне приняла какую-то религию. И если страна не принимала ее, страну не считали государством. И казанские татары сами приняли ислам без помощи арабов, персов, и Ибн Фадлан не имел к этому ни малейшего касательства. Казанские татары в своей стране, великой Волгокамской Булгарии, приняли ислам добровольно. А тогда, когда под разными обстоятельствами западная часть единой татарской политической нации, половецко-хазарская, приняла ислам, то наш ислам стал еще более национален, потому что у нас никогда не было персидских и арабских семитских заимствований. И я хочу повторить, это связано с тем, что тогда страна не признавалась соседями. И вот сегодня здесь будет проходить встреча наших татар, связанная с организацией различных татарских институций. Это связано с тем, что во время существования нашего единого татарского государства наш язык назывался в нашей части кыпчакский. И тогда, когда мы попали под разными обстоятельствами и причинами на территории современного Египта, Ливии, Туниса, нынешней Саудовской Аравии, Иордании, Израиля, Сирии, Ливана и Ирака, эта часть была создана нами, и эта страна называлась Мамлюкским султанатом. И официальным языком там было 2 языка. Наш татарский, кыпчако-египетский и арабский язык. В этой стране было 2 языка – татарский и кыпчакский. И в силу этих причин, если считается у русской нации была феодальная раздробленность, то у нас, у татар, производство было сосредоточено у каждой части на определенной специфике. Вот горьковские татары сохранили свое название как машгары, а пензенские татары называются мишарями. И тогда, когда началась монгольская агрессия, Бяла IV и руководитель разведки Ватикана Юлиан пригласил нас в Венгрию, потому что венгры – это этнические тюрки. И придя к Венгрию, венграм очень понравилось наше название – Машгар, и оно трансформировалось в венгерский язык и стало как Мягио. У горьковских татар слово «машгар»
обозначают лучник. Это этносословие моих горьковских татар или нижегородских. А пензенские татары, слово машгар – это лучник. И венграм это очень понравилось. А пензенские татары – это рубахи, мишари. Они имеют несколько названий. Человек из леса или человек, который пашет. И человек пехотинец, который должен великолепно владеть саблей. А горьковские татары – это привилегированная часть половецкой нации, половецкого войска. И когда вот мы пришли в Венгрию, мы там до сих пор живем. Там два наших района. Великая Кумания, потому что на латинских языках нас называют куманами. Это Португалия, Испания, Каталония, Франция, Италия и Румыния. И наша страна Кумания на родном языке Кыпчак или. И сейчас казахи и казахские спецслужбы воруют у нас наше название и воруют у нас нашу историю. Но, как я уже не раз здесь говорил, украсть татарскую историю невозможно, потому что все наши татарские католические документы сохранились. В Румынии есть такой город Бузеу. Там была последняя татарская католическая епархия. И там был наш татарский католический архиепископ. Все эти документы живы, хотя есть определенные силы, которые говорят, что они уничтожены. Это ложь. И только мы, татары, имеем такой древний гимн, который не имеет больше никто. Он называется «Татарский король, рыцарь Камбаскан». И там есть очень прекрасные слова, когда наш король, рыцарь Камбаскан, поет. Я скажу вам на двух языках куплет этой песни. I'm loving you like dream, mother, Tatary of mine. Я люблю тебя, мама, татария моя. И это сохранилось. Ни один народ в Европе не имеет такого древнего гимна, как имеют татары. И тогда, когда совершилась революция или переворот, потому что историки здесь, в Российской Федерации, называют 1917 год, у нас было разделение на производство определенных товаров для продажи. И это очень узкое деление, каждая часть единой татарской политической нации, будь то горьковские татары, пензенские, ульяновские или крымские, производили определенный продукт. Они его продавали друг другу, обменивались как бартер и защищали его на российском рынке и за границей. И вот это сохранилось, и сейчас я хотел бы, чтобы мой ученик правильно мне сказал, как это произносится на татарском языке. Помоги. Ищектан, ищеке. То есть от двери к двери. То есть мы ходили, и каждая часть татарской нации приходила к двери и занималась торговлей и взаимопомощью. Мне бы хотелось, чтобы это было восстановлено, чтобы татары в тяжелую минуту и в минуту счастья всегда это помнили. Потому что есть такая пословица, что очень легко быть другом в тяжелую минуту. Но есть еще хорошее выражение, что когда человеку очень хорошо, ему не нужна никакая помощь. Но это тоже очень сложно, чтобы ты был нужен своему другу, когда тебе хорошо. И тогда, когда были определенные работы, то в Англии есть такое выражение «to catch the Tatar» – «поймать татарина». И обозначает это поймать врага, который тяжелее тебя, сильнее тебя. И этот бредень, которым ты поймал его, он тебя убьет. И Англия
и Великобритания, состоящая из Уэльса, Шотландии, Англии и Северной Ирландии, они помнят это, и очень много работ, связывает нас с этим. Также вот сегодня в татарском доме было 2 лекции. Там было рассказано о нашем выдающемся сыне татарского народа Рудольфе Нури. И хотелось бы, чтобы татары помнили о его дяде Мансуре Нури, который был советником президента Эстонии Константина Пятца. И он не умер после окончания Второй мировой войны. И он помог своему племяннику Рудольфу Нури тогда, когда был железный занавес, и сложно было покинуть Советский Союз, а ему завидовали некоторые завистники. И дядя помог ему разными способами, включая своих эстонских настоящих друзей, уйти из Советского Союза в Париже. Татары это не забыли своему народу, народу Марьяма Эстонии. И также мы помним другого сына татарского народа, это Вацлав Нежинский и его супругу Ромулу Пулшко. Вацлав Нежинский очень много сделал для татар, но он поступил по стопам своего дяди Мансура Нури, спасителя, президента Эстонии Константина Пятца. И эстонский народ – это не угрофинский народ, это тюркский народ. И тогда, когда, если кто знает татарский язык, он легко это поймет. Потому что если вы возьмете и посмотрите на образование множественного числа у народа Эстонии, у эстонцев, то вы увидите, что если на татарском и на всех других тюркских языках, но Турция немножечко отошла, у них есть лер, а у татар множественное число только лар. Так вот, на эстонском языке множественное число лар-сен. Если девушка будет у нас кеслар, то вот, предположим, у эстонцев также добавляется лар-сен. И это доказывает, что это народ тюркского происхождения. И если вы возьмете текст на татарском языке, на эстонском языке, и вы посмотрите, что образование передачи, если на русском языке это при помощи окончаний, то вы увидите, как у татар и у эстонцев это абсолютно одинаковое. Это не просто так. И мне бы очень хотелось, чтобы вот сегодняшняя встреча, где татары будут обсуждать, как друг другу помочь, татары помнили это выражение – помогать друг другу от двери к двери. Спасибо.